Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет в этот месяц. Карта месяца у вас Солнце. Посмотрим, что будет по декадам месяца. Так, окончание. Карту для отношений достанем. Так, чтобы ровненько. Карта для отношений, карта для работы, карта для финансов. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, у нас карта Солнца выпадает козерогам на этот месяц. Но это, конечно же, месяц будет, скорее всего, отдыха, либо каких-то достижений. Месяц, знаете, счастья. Солнце всегда говорит о том, что мы будем счастливы, оптимистичны, что у нас будут желания исполняться, люди к нам будут хорошо относиться, у нас будет достаточно средств, у нас будет, знаете, то, что мы планировали, да, будет осуществляться. Хорошая карта для детей, для того, чтобы решать их какие-то вопросы. Хорошая карта для выздоровления, когда много сил, много энергии, для хорошей формы, для приобретения красивых вещей. Просто замечательная карта. Для того, чтобы выигрывать, может быть, в каких-то соревнованиях. Это творческий такой будет месяц, когда вы можете любимым делом заниматься, посвящать время музыке, каким-то развлечениям. Это может быть, кстати, влюбленность для кого-то. Может быть, появится новый человек, либо у вас просто в отношениях вспыхнет любовь. Может быть, праздники какие-то будут, ухаживания, какие-то могут быть мероприятия, которые связаны с какими-то круглыми датами, может быть. В общем, карта такого счастья. А теперь, что будет в начале месяца? Здесь у нас получается десятка мечей. Карта говорит о том, что завершается какой-то важный период. Это может быть, кстати, вот завершение какого-то проекта, да, или какой-то сложной ситуации. Вообще у нас десятка мечей как бы традиционно считается картой сложной, да, но на самом деле это просто завершение, это просто окончание цикла какого-то, окончание периода временного, да, это в принципе, может быть, и какие-то сложности могут заканчиваться по этой карте. Вообще у нас десятка мечей. Это карта астрологически связанная с Солнцем в Водолее. Да? Водолей – это у нас знак такой свободы, да, когда мы выражаем себя так, как хотим, когда нас признают. И Солнце здесь у нас позволяет нам как-то выделиться, да, то есть, по сути, эта карта очень даже хорошая, то есть, мы действительно заканчиваем какое-то важное дело и получаем свободу, да, то есть, мы как бы наслаждаемся тем, что у нас получилось. Могут быть, конечно, и сложности по этой карте, если, допустим, вы слишком человек впечатлительный, да, там сильно переживаете о чем-то, то вот может быть как раз такое настроение, что у вас как бы мысли там где-то за каких-то людей вы переживаете, да, вы, может быть, стараетесь все успеть и так далее. То есть вот здесь может быть, конечно, много каких-то ситуаций, которые нас как-то задевают эмоционально, или ситуации, которые как-то неожиданно к нам приходят, да, вот может быть трудно их переварить, да, может быть и такое. Но в любом случае здесь, вы знаете, даже на этой карте нарисован такой как бы окончившийся период страды, да, когда собран урожай, и человек отдыхает. Это уже как бы картинка говорит о том, что мы действительно можем и доход тут получить от какого-то предприятия, допустим, закончить какой-то проект, приехать, допустим, из какой-то поездки и так далее, и так далее. То есть здесь у нас действительно завершение какое-то идет. Середина месяца выпадает карта Колесница. Это карта путешествий, поездок, карта выхода на новый уровень, может быть, в профессии, в деньгах. Карта, когда мы как-то ладим со своими половинами, да, то есть со своим партнером, когда мы договариваемся о каких-то обязательствах. В общем, карта такого быстрого перехода, быстрого выхода из какой-то сложной ситуации, улучшения. Это карта
очень хорошая для каких-то общественных дел, да, вот мы как раз становимся заметными, нас могут выдвигать на какие-то должности и так далее. И окончание месяца у нас выпадает паж жезлов, мы стараемся как бы показать себя, мы стараемся даже в каких-то новых делах, новых отношениях проявить себя с лучшей стороны. Хорошая карта для того, чтобы, допустим, через интернет работать. Это как удаленная работа, результативная, да, может быть, мы только этому учимся, но уже тут все неплохо получается. Может быть, вот по этой карте еще, знаете, вот в сетях работа, да, допустим, запись видео каких-то для сетей, для соцсетей, да, может быть, какие-то проекты, которые вы будете защищать, вот, ну, чтобы вас было видно, заметно, да, ваши проявились какие-то таланты, способности. Ну и, конечно же, детская карта, может быть, для кого-то будет важен детский вопрос, может быть, даже ребенок будет стараться как-то проявить себя, доказать, что он имеет право на свое мнение, да, на свое слово, на уважение, то есть могут быть какие-то горячие споры даже, да, вот, но в любом случае здесь все как бы благополучно, да, это жезлы у нас, знаете, карта как такая, она как бы резкая, быстрая, да, но и быстро все затихает, затухает, поэтому даже если что-то здесь и не ладится, да, вы обязательно договоритесь, все будет в порядке. Может быть, будут решаться вопросы с одеждой, может быть, одежду будете покупать для детей, ну, допустим, к школе, да, что-то покупать будете. Дальше у нас Луна выпадает для отношений. Карта говорит о том, что будет пополам каких-то печалей, да, и радостей. Будет много семейных каких-то забот, хлопот, либо в паре, да, вы будете решать какие-то вопросы важные. Также карта говорит о том, что будет какая-то ситуация, когда нужно будет сделать какой-то выбор. Или, может быть, нужно будет вместе пережить какую-то эмоциональную ситуацию. Может быть, будет какая-то тайна раскрыта, да, и вот вы как-то будете реагировать здесь на это эмоционально. И уже как вы решите этот вопрос, такой будет ваша жизнь совместная, да. Давайте посмотрим, что конкретно здесь имеется в виду. Шестерка пиковая. Но, скорее всего, здесь будут решаться вопросы с деньгами, с работой, с какими-то справками, бумагами. Может быть, оформлять будете какие-то документы на недвижимость. Может быть, сроки какие-то прошли, допустим, надо возобновить что-то, да, вот, то есть, может быть, бегать придется за какими-то бумажками. Может быть, будут какие-то может быть, выплаты какие-то нужно делать по недвижимости, да, допустим, денег не всегда хватает. Ну, в общем, что-то такое, что доставляет хлопоты, да, и заставляет поволноваться как-то эмоционально. Или, может быть, допустим, не знаете, подходит какой-то период для оплаты, а у вас, допустим, неизвестно, будут деньги на это или нет, и вы можете переживать. Давайте посмотрим, что ждет тех козерогов, которые в поиске партнера. Валет пиковый. Карта говорит о том, что вы можете встретить человека, который будет или младше вас, или человек, знаете, такой очень искренний, открытый, доверчивый, да, и у вас, может быть, будет какое-то такое впечатление о нем обманчивое, то есть через какое-то время он вам покажется совершенно иным. Но, в принципе, вот смотрите, если это человек просто искренний, то вот карта говорит о том, что это хорошо. Если же он притворяется как-то, да, что со временем может проявиться совсем другие его качества, ну, тогда уже смотрите внимательно, может быть, даже и не подпускать сначала близко к себе человека, может быть, сначала посмотреть, как он себя проявит в будущем. У нас карта Луны говорит о времени целый месяц, да, то есть если вы в начале месяца встречаете такого человека, то вот месяц к нему присматривайтесь. Если там в середине или в конце, тоже вот как бы месяц пусть пройдет после вашей встречи. А для тех, кто уже в паре, туз трефовый. Карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то семейные вопросы решаться. Допустим, ваша пара пока еще не в браке, да, может быть предложение, может быть свадьба, могут быть какие-то приготовления
к торжествам. Здесь также может быть и вопросы материнства, да, допустим, там беременность или рождение ребенка, тоже вот эти вопросы могут вставать. А также карта говорит о том, что вы можете, знаете, какие-то либо соглашения какие-то подписывать, какие-то договоры, документы, сделки какие-то можете заключать. Вот мы говорили, да, по недвижимости, вполне может быть здесь такое. Тем более рядом у нас тоже карта лежит жрицы. Может быть, вполне какие-то сделки с недвижимостью связаны. Или, может быть, будете какие-то соглашения заключать со срочкой платежа, да, чтобы как-то продлить это. Также здесь и предложение, и помолвка, и брак, и, может быть, какой-то положительный ответ, если, допустим, вы долгое время ждали, не знали, что вам ответят, да или нет, вот здесь будет именно положительный ответ у вас. И, знаете, вообще любое единение здесь происходит, да, какого типа это может быть единение? Допустим, были ссоры, там, родители, дети, можно помириться. Или, допустим, было непонимание между вами, тоже можно договориться. Или, допустим, просто встречались, теперь вместе начнете жить. То есть все это возможно. А теперь... Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая, карта говорит о том, что у вас, скорее всего, будет ситуация, когда или вы далеко друг от друга будете, или просто, может быть, будете опасаться звонить, или встречаться, разговаривать, потому что слишком много эмоций, да. Вот карта рекомендует для примирения использовать там сообщения какие-то, там письма писать и так далее, да, чтобы можно было подумать то, что вы пишете, да, потому что во время разговора вы можете как-то эмоционально себя проявить по Луне, да, и как бы все испортить, скажем так, да, лучше писать здесь. Для работы выпадает у нас карта жрица. Эта карта говорит о творческой работе, о работе голосом, о том, как вы проявляете себя, знаете, как руководитель, мудрый человек, к которому все идут за советом. В общем, жрица, конечно, для работы очень хорошая карта. Карта такого авторитета, карта мудрости, правильного выбора. Знаете, вот работа для вас как дом. Для тех, кто в поиске работы, восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что вы, может быть, знаете, хотели получить какую-то работу с повышением, да, может быть, у вас раньше были какие-то цели, планы, а сейчас вам в этом месяце, может быть, предложат работу на дому, допустим, либо обучение какое-то, либо, может быть, преподавание, если у вас опыт хороший. То есть вообще какая-то совершенно новая будет у вас специальность или совершенно не то, чего вы ожидали. Но вот карта рекомендует соглашаться на что-то новое. Для тех, у кого есть работа, семерка бубновая. Карта говорит о том, что у вас может быть очень много общения в этом месяце. Все, в принципе, вся ваша работа зависит от ваших коммуникаций, да, насколько вы мудро умеете общаться, насколько вы умеете выслушать другого человека, принять правильное решение и насколько вам это нравится. То есть вот по этой карте работа вам обязательно должна нравиться. Также вот карта говорит о том, что ваше мнение будут спрашивать в этом месяце, оно будет важно. Будет много встреч, телефонных звонков, каких-то бесед, переговоров. Если вы работаете, допустим, в сфере коммерции, да, могут быть какие-то распродажи, да, вы будете устраивать, у вас будет много-много дел, то есть, может быть, сумма не такая большая, да, но будет очень много хлопот, связанных с работой. Ну и вообще карта, которая говорит о том, что у вас может быть какой-то контакт налажен с руководством. Либо вы, если вы руководитель, да, вы можете очень хорошо наладить контакт с коллективом, с покупателями, с клиентами и так далее. Для тех, у кого свое дело, шестерка бубновая. Карта говорит о том, что для вас какие-то новые тут перспективы открываются, новые возможности. Или, может быть, вы даже вот в чем-то разуверились. Вот, допустим, здесь
окончание у нас какого-то периода, да, и вы могли тут начать уже в чем-то сомневаться, да, или какие-то сложности могли возникнуть. Так вот, здесь все решается, все непредвиденные ситуации счастливо заканчиваются, а положительные результаты получаете, новые надежды появляются. Может быть, знаете, вот это или просто удача, вот знаете, все идет в руки, нужные люди встречаются, обстоятельства складываются, либо еще и какие-то, может быть, какая-то поддержка от членов семьи, допустим, да, или от людей вышестоящих. Вот что-то здесь очень хорошее у вас происходит. По финансам выпадает карта императрица. Ну, конечно же, это карта, которая говорит об изобилии, о том, что у вас есть возможность и заработать, да, хватает на различные траты, на нужды и даже на что-то большее. И на отпуск, может быть, да, и на ремонт, и на покупку мебели. В общем, все здесь благополучно. Если этого пока еще нет, то так должно быть. А теперь для тех, кто на зарплате. Вот смотрите, неожиданно могут приходить деньги и в виде подарков, и в виде каких-то премий. Может быть, будете тратить на путешествие, на отпуск, на красоту. А для тех, кто своим делом зарабатывает, десятка, червовая, вот у вас тоже могут приходить деньги от близких людей, от семьи. Не только ваши, да, средства, но еще и их. То есть совместно у вас будет прям хороший достаток такой. Да, это домашний. И может быть, кстати, вот именно деньги на недвижимость, на дом, да, идут либо на покупку, либо на приобретение там, мебели, допустим, да, украшения как-то жилья, декорирование и так далее, и так далее. Может быть, даже новоселье кто-то будет справлять здесь в этом месяце. Друзья, желаю всем прекрасного месяца. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.